Только живой голос, фонограмма, предварительного уведомления зрителей и снижение стоимости билетов на концерт, выход на сцену только в трезвом состоянии и не унижение зрителей, также не исполнение традиционных казахских песен в современном стиле. Данный закон предлагается спикером Нижней палаты парламента Казахстана Нурланом Нигматуллиным. По новому законопроекту, который активно обсуждается среди населения в соседней стране, народный артист Кыргызской республики Керим Турапов высказал свое мнение и подчеркнул, что именно такие законы необходимы нашей стране для роста культуры, которая является зеркалом нации. Вот сейчас с развитием техники немного тяжело, и нам приходится, потому что все эстрадные певцы тоже поют под фонограмму. Конечно, классики, которые раньше пели вживую, уже нет, а переделывать их песни и петь новым форматом – это уже преступление. По словам специалистов, на данный момент молодые исполнители особо не обращают внимания на содержание и смысл текста. Акын Ирлан Джумагазиев также поддерживает закон, предлагаемый в Казахстане. По его словам, суть каждого произведения должна быть тщательно изучена и только после этого распространена. В тот раз мне принесли одно произведение, я был в шоке, конечно. И как после этого можно говорить о неиспользовании фонограммы? Такое явление сплошь и рядом. Многие казахстанские артисты говорят, что поддерживают закон, но сомневаются в его исполнении. А некоторые кыргызские певцы говорят о неуместности закона. Говорят, что в новой тенденции нужны новые, современные произведения. В зависимости от требований к живому пению, акустика, концертные залы должны соответствовать стандарту. Причина в том, что в развитых странах не поют под фонограмму. Возьмем, допустим, Америку. Они уже давно прошли это. Хотя бы филармонию или дворец спорта нужно сделать так, чтобы соответствовал мировому стандарту. Отметим, в Кыргызстане в 2012 году был принят закон о запрете фонограммы. В соответствии с этим запрещается использование фонограмм на мероприятиях общенационального значения, прямых трансляций СМИ, культурных мероприятиях и так далее. Но всем известно, что данный закон не работает. Тем не менее, Министерство культуры считает, что акцент делается на живом пении. В то же время должна быть свобода творчества. Мы требуем у артистов исполнять только живым голосом, кем бы они ни были. На сегодняшний день проблема есть, да, но несмотря на это мы стараемся не воспрепятствовать их творческому потенциалу. Закон, который активно обсуждается в Казахстане, был принят в Узбекистане несколько лет назад. В данной стране с 2015 года соответствующий орган имеет право отозвать лицензию у артистов, которые не поют живым голосом. А в России за скрытное исполнение под фонограмму физическим лицам грозит штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.